Оригинальные натюрморты и сложные многофигурные композиции. В Музее истории Владикавказа открылась выставка Вероники Алисаевой. Молодой художник представил 16 работ. Автор поведал о своих парижских каникулах, где, как ни во французской столице, талантливому художнику черпать вдохновение. Несмотря на свой юный возраст, Вероника уже смело заявила о себе в мире искусств. Участница многих конкурсов и выставок, обладательница почетных наград, теперь еще и член Союза художников России. Все достижения заслуженные. Стажировка в Парижской школе искусств стала еще одним важным поводом для творческого самовыражения. Вероника признается, французские каникулы она не забудет никогда. Надо сказать, что эта поездка вообще была для меня первая в Европу. И сразу Париж, конечно, он произвел на меня очень сильное впечатление. Действительно, он мне оправдал все мои ожидания, он прекрасен. Здания там, они как живые, они имеют свою душу, это очень красиво. И люди очень хорошие. И все это в совокупности произвело на меня сильное впечатление. Ну и музеи, конечно. Их там просто бесчисленное множество. Простота линий и лаконичность форм, строгость силуэтов и игра на контрасте. Несколько, казалось бы, простых приемов, и перед нами предстает город с многовековой историей. Париж, каким видит его автор, лишен суеты и шума больших бульваров. Среди безлюдных улочек восстают громадные архитектурные сооружения. Каменные шедевры искусства растворяются в серо-голубых и сиреневых пейзажах французской столицы. Знаменитая площадь Бастилии и Нотр-Дам-де-Пари оживают в полотнах юного художника. И хоть суета и шум чужды Парижу Вероники Алисаевой, здесь на выставке не по-французски многолюдно. Поздравить и поддержать талантливого автора пришли родные, близкие, друзья, коллеги по цеху и просто любители искусства. Есть такое убеждение: для того, чтобы узнать, вкусен ли суп, совершенно не обязательно съедать всю кастрюлю этого супа. Достаточно попробовать одну ложку. Так вот, это небольшая количественно выставка. Она представляет художника тонкого, мыслящего, изящного, воздушного. Восторг и восхищение на лицах гостей, поздравления и букеты в знак благодарности автору. Все это на фоне парижских красот и в сопровождении классической французской музыки. Альбина Тимирова, Заур Цеуф, Осетия ТВ.